Жители Сыктывкара, Карткирос и Сыктывдина не могут выписать дрова по льготной цене. Поставщик ссылается на недостаток средств по тем соглашениям, которые были заключены с администрациями муниципалитетов. Жалобы людей начали поступать в Госсовет Коми. Парламентарии решили рассмотреть вопрос на заседании постоянной комиссии по вопросам ЖКХ. Так, по 115-му закону республики граждане, живущие в домах с печным отоплением, могут приобретать дрова, пелеты, брикеты и уголь по более низкой цене, чем у поставщика. Затраты предпринимателю возвращают из республиканского бюджета в виде субвенций. Эти средства перечисляют районным администрациям, которые, в свою очередь, заключают соглашение с поставщиком. Но, как оказалось, некоторые муниципалитеты на сегодня уже съели свой лимит, тогда как другие свой не освоили. Между тем, перераспределить сэкономленные деньги законодательство не позволяет. Необходимо внести изменения. Существует не совсем точное распределение, скажем так, ввиду того, что некоторые районы не осваивают в полном объеме. У нас полностью перекроется вся потребность тех районов, которые испытывают недостаток, за счет перераспределения. Перераспределение будет предусмотрено, если внесутся изменения в методику закона. Депутаты Госсовета готовы внести изменения в республиканский 115-й закон уже на ближайшей сессии. Между тем, по обеспечению льготными дровами населения есть еще одна проблема. В некоторых районах, к примеру, в Ижме, нет таких организаций, которые бы поставляли твердое топливо для населения по льготной цене. Вернее, поставщики есть, но заключать соглашение с местной администрацией они не желают. По словам членов постоянной комиссии по вопросам ЖКХ, это недоработка муниципалитета.